Слово предоставляется депутату Чистинского сельского совета Сетабла Мамутову. Подготовиться Шевкету Мустафаеву. Selam aleyküm. Davranırım kısaca etmem. Şimdi başından deputat dediler. Başta benim Kırım Tatar gibi etmek isteyeyim. Birinci, Rus diline geçeyim bağışlarsınız. Ne için? Şundan anlarsınız. Bizim bilemiz, hepimizinki Rus dilinde emerde lafı etmez. Не için он? Hepimiz düşünelim. Я бы хотел следующее сказать по самому главному от выступающих лиц, которые здесь прозвучали. Мне резануло ухо слово «интегрировать крымских татар в крымстарское общество». Более чем шизофреническую мысль я еще в своей жизни не слышал. Нас не надо интегрировать ни в украинское, ни в крымстарское общество. Мы крымские татары, мы крымцы. Это важно для всех и навсегда. Мы здесь, на родной земле. Эта земля нас родила. Остальные все пришли. Я хочу сказать о следующем. Очень важно. Тут прозвучало несколько слов о количественности крымских татар. Есть очень серьезное издание Академии наук СССР от 1990 года «Введение в языкознание», где запись есть крымстарский язык, народ, говорящий на этом языке, в численности 700 тысяч человек, куда потеряли половину. Остальное думайте сами. Теперь по главному докладу. Я так и ожидал, что вопрос культуры крымстарского народа, вопрос культуры и искусства крымстарского народа напрямую связан с его государственным развитием, не отображен никаким способом, кроме как о проблеме электрификации, очередной электрификации Крымстарского театра. Что касается этого здания, как профессионал скажу, оно вообще не приспособлено вообще к такому роду действий. Но он есть, и там работают люди. Плохие, хорошие, но они работают. Работают как умеют, работают как научили. К большому сожалению, до сих пор за все это время, за 22 года и более, я буду считать цифру 87 год, начало мощного подъема нашего движения, вопрос развития крымстарской культуры и искусств вообще не поднимался. Сколько сил было, лично мне, начиная с 87 года, было сделано. Но, начиная с 1994 года, разгром крымстарской культуры и его искусств приобрел в настоящее время максимальную свою ширину в том плане, что, в принципе, деятели искусств крымстарского народа и его культуры демонстрируют далеко не крымско-татарскую культуру. И очень жаль. Я очень надеюсь, что Совет соберет, в конце концов, разных взглядов деятелей культуры, искусства и литературы, чтобы мы пришли к вопросу, как нам развиваться дальше, кто нам будет помогать. Ведь культура, она не самоокупаема, она расходная, планово-убыточная, можно сказать. Вот в чем самая главная проблема. Теперь крымстарская культура и искусство может развиваться только в лоне национальной государственности. Я солидаризируюсь с теми, кто об этом сказал в этом зале. А тот, кто не сказал, но думает об этом, я тоже с ними солидаризируюсь. И теперь вопросы, очень важный вопрос образования в области искусств. Дело в том, что наша группа, насколько она имеет возможность свои, сколько пытается иметь диалог с Министерством культуры Автономной Республики Крым, имеет плачевные свои результаты в взаимоотношениях в том плане, что, скажем так, это несчастное учреждение, которое на протяжении последних 20 лет имеет постоянно случайных министров, с которыми не о чем говорить. Это большое сожаление, это реплика. Что я еще хотел сказать? То же самое, что в области культуры. Действительно, есть люди, которые имеют несколько дипломов высшего образования. Но я всегда говорю, Константин Станиславский, реформатор российской, русской сцены, реформатор мировой сценической культуры. Он нигде не учился.
Он никакого ВГИКа, ГИКСа, института, университета имени Карпенко-Карова не заканчивал. Он создал систему, по которой работает самое, скажем так, авторитетное заведение культуры и искусств Голливуд. Вот что я хотел вам сегодня сказать. Очень надеюсь, что Совет представителей все-таки, кроме того, что у них есть право совещательного голоса, советов, все-таки он был более жестче в вопросах кадровой политики. Как они это будут производить, это уже их внутреннее дело. Нас интересует наша человеческая безопасность. Нас интересует национально-коллективная безопасность. Если ее не будет, то государство Украина не в состоянии обеспечить нашу безопасность. А значит, мы погибаем. Зачем тогда нам это государство? Пускай думают все об этом. Теперь я хотел бы сказать, как депутат, заканчиваем. Большая просьба Комитету по делам национальных отношений. Когда к вам приходят люди, а именно депутаты 29 или 30 избирательного округа, убедительно просьба относиться к ним не как к скотам, а как к людям. Это касается вопроса водоснабжения этих поселков. Часть поселка обводнено, это Верхний Фонтан-1, а Верхний Фонтаны-2, то есть Ешельдах, эти люди ходят за 400-500 метров, люди разных возрастов, к колодцу, который находится в Верхних Фонтанах-1, за водой. Норма отпуска воды 30 литров на человека. Скажите, на что это можно тратить? Это отношение власти к рядовым крымским татарам. Пожалуйста, введите это себе на занятие, заметку. Теперь еще. У меня было постоянно предложение, начиная еще с 1990 года, когда комитет начал работать, чтобы комитет по крымским татарам, а теперь по межнациональным отношениям выступал как материнское ядро создания творческих коллективов, выпестовал их, превращал их до уровня самореализации и передавал ее в институции. Либо это Министерство культуры, либо Министерство образования. Это также касается и Министерства здравоохранения и так далее, и так далее. И спасибо по регламенту, я уже все сказал. Спасибо вам большое. Желаю вам счастья и радости тому, что когда-нибудь вы будете себя чувствовать в безопасности в своем национальном государстве. Иншаллах.